Добрый день! Мы сегодня находимся на выставке «Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве» из собрания Государственного Эрмитажа. Самая необычная выставка Центра Эрмитаж Казань. Вот за моей спиной находится Зимний дворец, из которого, собственно, приехали произведения выставки 16-го, начала 19-го столетия. Дело в том, что на выставке представлены предметы из Эрмитажа, в том числе современное искусство. Это фарфор Императорского фарфорового завода, современных художников, которые тоже решили поиграться с обманками и иллюзиями в искусстве. И что же такое обманка? Это произведение, которое создается с целью, чтобы запутать зрителя. Обманки бывают разных типов, например, которые нас погружают в трехмерное пространство, картина, которая кажется нам живой, объемной. У нас таких предметов на выставке несколько. Предметы, которые обманывают своими материалами, имитируют живую природу или произведение искусства. Все это на выставке еще и в разных видах изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства. А это маленькая такая книжечка, подставочка в виде томика Петрарки. Самая вот как раз старинная работа на выставке, 16 век. Живописи здесь достаточно много, самый древний такой старинный экспонат, если можно его так назвать, это произведение Бартоломеуса Браина-старшего XVI века. Интересно тем, что здесь мы с вами видим изображение, которое помещается на границе холста таким образом, что нам действительно кажется, что перед нами такая ниша, где оказался череп, и необычная подпись в нижней части работы, которая оказалась на таком листочке. И мастеру очень легко удается эту бумажку разместить таким образом, отогнув край правой части, так что нам действительно кажется, что мы можем подойти, немножко одернуть или расправить. Это невольно хочется сделать именно здесь. 3D. Да, такое изображение, конечно, очень символичное, аллегоричное для 16-17 века. Да, изображение черепа напоминает нам о такой теме, как ванитас, о том, что жизнь непродолжительна, в любой момент, конечно, может произойти разное. Нет щита, который бы мог вас заслонить от смерти, поэтому живите, пока не умрете. Не очень позитивное. Мухи в фарфоре и стекле. Не только мухи, разные тараканчики, прекрасные яркие бабочки. Все эти предметы из стекла создавались с целью игры, обмана. Их сохранилось на самом деле не так много, они не просто стояли на столе, так что приглашенные гости присаживались за стол и сразу видели, что перед ними стакан с мухой. Они во время празднования тихонечко выносились, в них наливались разные напитки, иногда горячительные, да, алкогольные. Вообще в фарфоре мухи появляются, когда технология изготовления этого хрупкого материала еще не достигает совершенства, потому что белый фарфор не всегда был идеальным. После обжига можно было увидеть разные черные точки, их маскировали изображениями мушек. Вот это самое трехмерное объемное произведение выставки «Персидский ковер», которые были популярны в Иране в 16-17 веке, вот именно такого типа. Здесь мастер настолько все деликатно, точно показывает нам, что мы верим в тяжесть, плотность этого изображения. И на самом деле вот за несколько дней работы выставки многие, конечно, подходят, пытаются дотронуться. Мы решили в этом зале сделать аромат именно к этой работе, чтобы аромат получился таким свежим, да, итальянское утро. И здесь у нас, конечно, Знаете, пахнет вишней. мы хотели поместить яркие свежие фрукты, чтобы можно было почувствовать свежесть. Какие-то солнечные лучи, которые падают на эти крыши, отражаются, поэтому он такой свежий, яркий, насыщенный. Перед нами такой оконный проем, вид из окна на Рим. Чуть-чуть вдалеке мы видим купол собора Святого Петра, часть здания Апостольского дворца. И мастеру было важно отобразить все щербинки, сколы, потертости этого подоконника, чтобы нам действительно казалось, будто бы мы смотрим с вами сейчас в оконный проем. Но это нас не так обманывает, потому что мы понимаем, мы находимся в зале выставки,
рядом нет окон. Но если бы они располагались все рядом, и окна были настоящими, а где-то мастер поместил картину, мы бы действительно могли с вами обмануться. Здесь работа издалека, действительно, в темноте может показаться живописной, но это шпалера, которая создавалась в России. Это тканное произведение. И если, например, изображение еще кажется нам из ткани, то вот издалека рама выглядит как настоящая, золоченая, деревянная. И здесь уже действительно мы с вами можем очень сильно обмануться. Изображение польского короля Яна Собieskiego. На самом деле, если найти в интернете, то можно рассмотреть и живописную работу Рембрандта. Она, к сожалению, хранится не в России. Те работы, которые оказались здесь перед нами из фарфора, в таком голубом облачении, они у нас уже были представлены на выставке, посвященной Екатерине Великой. Да, там был целый такой сервиз, целый стол невероятной красоты, который был заказан в 1777 году на Северской мануфактуре самой императрицы Екатерины Великой для своего любимейшего фаворита Григория Потемкина, а он ей в ответ подарил всего лишь кота. В этих предметах сегодня мы показываем такую обманку, как изображение камей. Камея — это такой резной камешек, который можно было использовать в качестве украшения. Вообще в античности их создавалось огромное количество. Когда заказывал в Севре этот фарфоровый сервиз, он как раз уже и получил название сервиза с камеями, потому что здесь на гранях и в украшениях мы заметим эти изображения. Здесь две технологии. Вообще на Севере не сразу смогли создать такие изображения. Сначала просто они их расписывали, потому что мы не видим никакого рельефа. Затем из фарфора создавалась фигурка, и она вставлялась в нишу. Поэтому здесь две такие технологии в разных предметах представлены. И интересны они тем, что вообще, как они использовались. Да, есть мороженица, которая состоит из 3 частей. За фонтанчик можно предмет открыть. Внутри находится еще одно блюдце. И нижняя часть этой как раз работы. Внизу складывался лед, в серединку мороженое, сверху еще лед для того, чтобы сохранить этот десерт на долгое время. Никаких аналогов в других музеях мира этому предмету нет, поэтому для кого он создавался — большой вопрос. Да. Такой зажиточной горожанки, либо для крестьянки, но мастерица, конечно, постаралась. Здесь мы видим вот такие... Да, бисер такой позолоченный и семечки огурца, которые мастерица, конечно, сложила таким образом, что издалека кажется, что перед нами драгоценное какое-то произведение искусства. Чашечки, целая гламурная туфелька. Говорят о том, что она очень сильно мучилась, создавая вот эту высокую шпильку. Это чайник? Да, здесь забанчик можно открыть. Ой, а вот это соломки? Нет, они не открываются. Помадки созданы для антуража, для того, чтобы дополнить композицию. Произведения Императорского фарфорового завода. Некоторые создавались к выставке в 2018 году в Эрмитаже, некоторые специально уже к выставке в Казани. У нас здесь несколько таких зон: застолье, общепита, накрытого стола, поэтому этикетки у нас выглядят таким необычным образом. Некоторые предметы выглядят объемно, но при этом они нам напоминают и о современных каких-то кружечках, тарелочках, на дне которых можно было увидеть изображение, например, пищи, чего-то более интересного. Да, здесь у нас и пельмени, и фарфоровая сковородочка